Долго ли, коротко? Как появилась Беларусь? Короткая история, буквально за 5 минут. Люди здесь появились примерно 28 тысяч лет назад. Это были десятки культур и народов, например, финно-угры и племена готов, банцеровская культура и культура штрихованной керамики. Но непосредственные предки белорусов пришли намного позже, примерно в 7-9 веках нашей эры. Это были дреговичи, кривичи, радимичи и часть восточно-балтских племен. Одним из первых важных для белорусов городов является Полоцк, временный центр кривичей, а потом уже центр княжества. Полоцкое княжество старалось вести независимую политику, что приводило к конфликтам с киевским и другими русскими князьями. Наибольшего расцвета оно достигло при Всеславе Бречеславовиче, он же Всеслав-Чародей. При нем в Полоцке был достроен Софийский собор. На развитие культуры и письменности очень повлияло принятие в 988 году христианства по византийскому образцу. XII век был сложной и противоречивой эпохой. С одной стороны, в это время жили известные просветители Кирилл Туровский и Ефросинья Полоцкая, но с другой, период развития сменился феодальной раздробленностью. Касалось это не только Полоцкого княжества, но и всей Руси. Росло количество серьезных угроз – кочевники-половцы, крестоносцы, а чуть позже хан Батый со своими монголами. На этом фоне произошло усиление влияния Литвы и рождение Великого княжества Литовского. Впервые Литва была упомянута в документах в 1009 году, но политическая и военная активность литовских князей стала заметной много позже, в начале XIII века. В 1240-х годах князь Миндовк занял Новогрудок. Город стал первой столицей Великого княжества и предположительным местом коронации князя в 1253 году. Миндовк заложил основы создания ВКЛ, в котором ключевыми землями стала территория современной Беларуси. Среди последующих правителей выделяется Витовт, при котором Великое княжество Литовское занимало больше всего земель, от берегов Балтийского и до северного берега Черного моря. В это время формировался и развивался старобелорусский язык, который был официальным языком делопроизводства на землях Великого княжества до 1696 года. После Кревской унии и победы под Грюнвальдом росли экономические и культурные связи со странами Западной Европы, распространялись идеи Возрождения и Реформации. Яркий пример этого – палачанин Франциск Скорына, который учился в Краковском и Падуанском университетах, а после в Праге выдал Библию русскую на старобелорусском языке. Другими важными вехами книжной культуры были памятники законодательства, судебник Казимира 1468 года, также статуты Великого княжества Литовского 1529 и 66 годов. Во второй половине XVI века Великое княжество Литовское терпело неудачи в ходе Ливонской войны и потому пошло на поиск союзников. Это привело к подписанию Люблинской унии, в значительной степени на условиях Королевства Польского. В результате на политической карте появилось новое государство – Речь Посполитая. О ее особенностях и дальнейшей истории Беларуси мы поговорим уже в следующей серии.